Всем привет, мои дорогие! Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Астарта Сантия. Мы сегодня будем делать расклад на тему, какой мужчина к вам спешит. Все новинки канала будут в описании. Не все, а последние новинки в описании к этому видео. Также прогнозы по знакам зодиака на март. Ссылка на плейлист тоже в описании. И если кому интересно, обратите внимание на мой второй канал. Там я абсолютно неспешно буду выкладывать видео тоже, связанные с картами, но немного другая тематика. Полюбопытствуйте, кому интересно. Итак, перед вами 3 варианта. От вас нужно загадать срок примерный, в какое время вы рассчитываете встретить, либо познакомиться с мужчиной, да, какой мужчина уже к вам спешит, и выбрать свой вариант, первый, второй или третий. Сосредоточиться, прислушаться к своей интуиции, только она здесь нам помощница и подсказчица, и выбрать свой вариант. А я перехожу к первому. Итак, дорогие, первый вариант, смотрим вас. И произойдет ли встреча? Увы, здесь никак порадовать вас не могу. Выпал старший аркан жрица Изида, богиня, и ответ нет. Увы, встречи не произойдет. И отсюда у меня вопрос. А нужен ли вам вообще этот мужчина, дорогие мои? А готовы ли вы к встрече к этому мужчине? Это вопросы, над которыми вам следует подумать. Почему? Потому что в пункте «что встреча мешает» выпало, что в принципе вы сейчас, во-первых, не готовы, все еще какие-то старые обиды, старые такие закоренелые обиды и воспоминания не дают вам покоя. Это первое. Второе. Какой бы мужчина сейчас ни пришел, вы не сможете разглядеть в нем те позитивные черты характера, либо те его плюсы, которые у него есть. Почему? Потому что вы настроены агрессивно достаточно. Вам будет все не так, все не то. Вас ни один мужчина, который сейчас вам попадется, не будет вас устраивать. Вы не увидите, не разглядите в нем мужчину, может быть, даже того самого. Почему? Потому что вам хочется чего-то нового, хочется, да, у нас выпал старший аркан суд, но далее у нас десятка мечей, которая нам говорит о том, что в принципе, да, желание есть, но нет готовности. Нет готовности и нет четкого осознания того, какой мужчина вам нужен, как он должен с вами себя вести. И как вообще вы не приемлете поведение какого с ним, вообще от любого мужчины. В общем, здесь у вас раздрайв, метание и шатание. С одной стороны хочу, а с другой стороны нет. С одной стороны вот жду принца, а с другой стороны, даже если этот принц придет, вы ему скажете: ты не принц, ты мне не подходишь. Вот здесь, вот знаете, дисбаланс на лицо. Далее, что будет встреча помогать? Карта Луна, двойка Пентаклей и Жрец. И опять же, вообще, дорогие мои единички, все те, кто выбрал первый вариант, смотрите, у вас из всех выпавших карт старших арканов 1, 2, 3, 4, 5, 6. Очень много старших арканов. То есть этот период, который вы загадали, для вас такой очень важный и решающий. И вообще этот вопрос для вас очень важен. Но как бы он вам важен ни был, как бы вы его для себя не ставили, вы еще не готовы. Что помогать вам будет? А помогать будет тот вариант, что вы, знаете, вот здесь, смотрите, старший аркан Луна и старший аркан Иерофант, то есть и Жрец. Вам нужно немного дать себе времени, побыть наедине с собой, наполниться силой, наполниться энергией, вспомнить, что вы девушка, что вы женщина, и что нужно себя любить, ходить, лелеять, что пока вы себя не полюбите,
пока вы себя не станете ценить по достоинству, ни один мужчина вас не разглядит, не заметит, ни один мужчина вас не оценит. Почему? Потому что вы дама, вы как магнит, вы притягиваете, а сейчас на данный момент у вас нет сил. И карты нам говорят, что будет помогать. Помогать будет тот факт, что вы наполнитесь, станете самодостаточной, самоуверенной, наконец осознаете и поймете. Я уверена в этом, что вы прекрасны, что вы желанны, что вы красивы, что вы умны и притягательны. Но, судя по верхнему ряду карт, у вас просто такой тяжелый период. Это первое. Второе, прошлое, которое было, это болезненное прошлое, которое не дает вам покоя, оно из вас все соки, все силы, всю жизнь оно из вас вытягивает. Оставьте его там, где ему и место. Забудьте. Забудьте, бросьте и живите дальше. Но живите в полной жизни. Живите на полную катушку. Занимайтесь какими-нибудь практиками, медитациями, энергиями, какими-нибудь женскими практиками, направленные на восполнение, на увеличение вашей женской энергии. Занимайтесь, я не знаю, какими-нибудь увлечениями, делами, хобби, которые увеличивать будут женскую энергию, которые будут вас наполнять, которые будут витальность вашу повышать, которые помогут вам созидать на полную катушку. Тут больше, знаете, наполнение должно быть не материально, а духовное. Вам нужно поднять энергию внутри и духовность свою. И тогда вы, видимо, будете готовы к браку. У нас карта Иерофант выпала. И когда вы наполнитесь, когда вы будете полны энергии и сил, этот самый мужчина, он встретится, потому что у нас тут намек двойка пентаклей и жрец. Это боги-богини, которые не могли друг без друга. Они всегда должны были быть вместе, и тогда у них была гармония, и тогда они могли жить и, грубо говоря, править. Да? И здесь у нас и намек. Когда вы будете в полной мере готовы, когда вы будете наполнены, когда вы будете ценить и любить себя, когда вы будете наполнены, как полная луна, тогда и не притянется тот самый мужчина. И вам совет. Смотрите. Старший аркан — смерть, старший аркан — императрица и восьмерка жезлов. О чем я вам и говорила. Когда эта трансформация пройдет вашей личности, когда вы станете такой наполненной, красивой, сексуальной, уверенной в себе, уверенной вообще во всех своих, не знаю, чертах характера, во всех своих тех вещах, которые раньше вы от себя отталкивали, которые раньше вы не принимали, тогда и этот мужчина появится. То есть он притянется на ваш свет, на ваш магнетизм, на вашу энергию, на ту энергию женскую, наполненную, которая должна быть в каждой женщине, в каждой девушке, в каждой даме. Тогда вы будете смотреть такой прекрасной, цветущей, ароматной, притягательной, как магнит, как какой-то драгоценный камень, который притягивает, своей красотой, своим блеском, своим изяществом, своими гранями, переливами. Тогда и встретится тот самый мужчина, которого вы ждете, которого вы так хотите. И почему нет? Кстати, здесь еще могу дополнить, что на самом деле сейчас, эта карта нам говорит, что нет, мужчина не встретится. Но карта нам еще и намекает на то, что вы чувствуете себя, в принципе-то, и комфортно, и в одиночестве. То есть вы даже не оставляете места
пространство для волшебства, для вашего мужчины. У вас все заполнено, вы чувствуете себя комфортно, с одной стороны, а с другой стороны ждете. И поэтому, когда он вам попадается, вы и его отторгаете, вы его прогоняете, вы агрессивно настраиваетесь сами и настраиваете энергию, исходящую от вас и вокруг вас. Вот такой у нас вышел вариант номер 1. Дорогие, я желаю вам всего самого хорошего. Любите, цените, балуйте, радуйте себя, живите полной жизнью, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. С вами прощаюсь. Перехожу к варианту номер 2. Ну что, двоечки дорогие, смотрим вас. И состоится ли встреча? Да, ответ да. Встреча будет, она состоится. Причем это уже, я бы сказала, что мироздание запланировано. Так что радуемся. Что это будет за мужчина? Ну, мужчина, скорее всего, будет каких-нибудь огненных знаков зодиака. Мужчина страстный, мужчина сильный, мужчина волевой. Но и в то же время в нем будут какие-то такие нотки женского качества. Да, в нем превалируют, конечно же, мужские качества, мужская энергия, но все-таки той жезлов, да, но и королева жезлов у нас тоже выпала, то есть мужчина будет наделен и такими качествами. И смотрите здесь, дорогие мои, какой намек. Мужчина может быть не свободный. Мужчина может быть уже вторая половинка. Но когда это кому мешало? Судя по картам, такое вполне может быть. Но и просто мужчина может быть наделен какими-либо женскими качествами. Мудростью, спокойствием, рассудительностью. Ну, это, конечно, не только женские качества, но здесь такой может быть более женский подход к тем или иным вещам. Мужчина может быть нежный, мужчина может быть ласковый, мужчина может быть вот как курочка-наседка, знаете, будет вокруг бегать, прыгать, ухаживать, помогать и так далее и тому подобное. Готовы ли вы к встрече? Вы готовы, дорогие мои дочки, однозначно. У нас вот 9 кубков. Ника, вы готовы, вы ждете, вы уже подготовились вообще во всех отношениях. И причем вы даже вот от вас исходит такая энергия, энергетика, которая притягивает, приманивает, примагничивает к себе мужчин. Поэтому вы, дорогие мои, готовы однозначно. Что встреча препятствует? 8 жезлов и старший аркан звезды. Вот тут могут быть какие-то непредвиденные, неожиданные события, которые могут отсрочить немного встречу с мужчиной. Это первое. Второе, вы настолько довольны собой, дорогие девочки, вам настолько комфортно, что в принципе вы, ну вот знаете, у некоторых это прям болит. Вот болит, хочется встретить мужчину, чтобы рядом был мужчина, чтобы рядом была опора и поддержка. У вас же нет, судя по всему, вам, в принципе, и одной, самой собой комфортно. Вы чувствуете себя так вот довольно. И ну вот легко вам без мужчины рядом. И в то же время вы надеетесь на то, что этот мужчина все-таки появится, мужчина, которого вы ждете, которого вы хотите, которого вы загадываете, с теми качествами, которые вам нужны, которые вы себе ставите, да, чтобы были у мужчины. Также вы можете, знаете, тут много очень выбирать, много думать, вот из множества выбирать, и можете вот затягивать, и тем самым мужчина может просто, знаете, ну, посчитать, что он вам не интересен, он вас не заинтересовал, и просто-напросто куда-то уйти. Сам может так подумать. А что будет встрече помогать? 3 кубков и 8 кубков. Вот опять же, первое. Здесь
может быть знакомство через коллег, через родственников, друзей, либо на каком-нибудь празднике, застолье, юбилее, корпоративе можете познакомиться с мужчиной. Первое. Второе. Тот факт, что вы уже давно отпустили старое и отпустили все то, что вам мешало. То есть вы осознаете, что это уже не с вами, это уже прошлое, это уже старая страница, да, старая книга. Вы это отпустили, убрали и живете дальше. Это второе. Третье. Вот ваша внутренняя, опять же, готовность к встрече. Вы понимаете, что старое ушло, новое придет. И вы вполне себе спокойно, с надеждой и с уверенностью ждете прихода этого нового. И опять же, дорогие мои, и в этом пункте у нас намек на то, что может сложиться любовный треугольник, что мужчина может быть не свободным. И вот этот пункт у нас что помогает? Вот мужчина может в тот период, да, когда у вас встреча произойдет, у него может быть просто непростой период в жизни, нелегкий период в жизни. У него может быть какая-то хандра, депрессия, чувство одиночества. И в вашем лице он просто увидит, разглядит того человека, который может помочь, подсказать, поддержать. И вот это самое ваша готовность, ваша энергия, ваша наполненность и его депрессия и как внутренняя пустота, они могут притянуться. И в вас он найдет того человека, который поддержит, поможет. Вы же в нем найдете того самого мужчину, опору и поддержку. То есть он все равно волевой, он все равно янь, он все равно мужчина, опора, надежа и поддержка для вас окажется. И как будут складываться ваши отношения. А вот тут не очень мне нравятся карты, которые выпали. Два старших аркана. Во-первых, это маг и император, и шестерка жезлов. Да, с одной стороны, хотя двоечки, вам это вполне может подходить, потому что вам, в принципе, комфортно и самой. То есть вам сильно не нужно и не требуется, не мечтается, чтобы мужчина был 24/7 рядом. Нет, вам нужно и свое собственное пространство. И вот здесь вот этот пункт, как будут складываться отношения, вполне себе может вам подойдет. Почему? Потому что каждый будет предоставлен сам себе. Да, мужчина будет декларировать свою позицию, что он умный, что он альфа, что он защитник, что он опора, что он воин, защитник, повторяюсь, охотник, добытчик. И ему тоже, с одной стороны, хорошо и комфортно в своем таком положении. Но и вам, дорогие мои двоечки, тоже вполне себе будет комфортно, если мужчина не будет стоять над вашей душой 24/7. Это первое. Второе. Вот по шестерке жезлов и по императору вполне может быть, что мужчина, опять же, вам придется его внимание, его время как-то вот отстаивать. Это первое. И я так понимаю, вы оба с сильным и волевым характером. Вот тут может коса на камень натолкнуться. Поэтому тут могут быть и какие-то разногласия, ссоры, конфликты, скандалы. Но и он, и вы вполне себе личности самодостаточные, умные, мудрые. Вам и ему требуется свое личное пространство, и оно будет. То есть отношения будут достаточно комфортные. То есть вы будете друг друга понимать, когда, что и как, почему. Будете как бы на одной волне. Но иногда как бы волны об скалы биться будут, потому что все-таки он и я, он это все-таки более мужская, более янская энергия, вы все равно, как бы то ни было, более женская энергия. У вас выпали все такие карты, которые показывают, что у вас инской энергии, конечно, больше, несмотря на то, что вы сильная, что вы мудрая, что вы такая волевая. И вот здесь могут быть какие-либо нестыковки.
В общем-то, непростые отношения будут. Нужно будет все равно притираться, узнавать друг друга и понимать, когда лучше, и когда как-то поумерить, да, пыл. Вот такой у нас вышел расклад для всех тех, кто выбрал вариант номер 2. Я желаю вам двоечки любви, конечно же, здоровья, благополучия, любви взаимной, чистой, открытой. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, любите, берегите, радуйте себя, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Пусть ваша жизнь будет прекрасной и чудесной. С вами была Астарта Сантье. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Итак, троечки дорогие, смотрим вас. И состоится ли встреча. Пятерочка кубков у нас выпадает. Тут ничем, к сожалению, порадовать вас не могу. Встреча в загаданный срок у вас не состоится. Что мешает встрече? Тройка кубков, императрица и луна. Два старших аркана, обратите внимание. То есть эта позиция, она важна. Обратите на нее внимание. Итак, что мешает? Прежде всего, конечно же, судя по пятерочке кубков, да, ответа у нас нет. Это прошлое отношение. И, скорее всего, прошлое отношение они разрушились из-за вмешательства третьих лиц в отношения. Я не могу сказать точно, тут мы не видим и не задавали вопрос картам, кто это была. Это может быть соперница, а может быть просто иногда так бывает, что и свекрови, и тещи, и разные другие родственники тоже вмешиваются в отношения, и это приводит к разрушению и развалу отношений. Вот здесь в вашем варианте, дорогие троечки, может быть и так. И в то же время тут намек тоже. Императрица может выступать некая женщина, и луной может выступать некая женщина. В общем-то, женщины вам помогли в том, чтобы ваши прошлые отношения разрушились, и в том, что сейчас вы, дорогие мои, не готовы к встрече с мужчиной. Да, вы желаете, да, вы стремитесь, да, вы надеетесь, но вот такой внутренней уверенности и готовности нет. Еще должно пройти время, еще должно отболеть, еще должно отыграть, и только потом вы возродитесь, как тот феникс, и ваша готовность будет уже стопроцентная. Сейчас же нет. Сейчас нужно вам повременить. И вот эта ваша неготовность, она и выходит здесь помехой. Почему? Потому что у вас, знаете, нет такой уверенности, нет такого внутреннего стержня, что ли. Вот вы сейчас находитесь в таком в неком раздрайве, в шатаниях, сомнениях и метаниях. Да, вроде бы вы в себе уверены, да, вроде бы вы себя оцениваете по достоинству, но внутренне, судя по Луне, тут нет готовности. И опять же, прошлое не дает покоя и откладывает сейчас отпечаток на настоящее. Что помогает? Семерка кубков, тройка жезлов и туз жезлов. Ну, помогает то, что вы, конечно же, дама умная, дама продуманная, прагматичная. Такая, где-то даже может быть стратег. Умеете манипулировать, умеете где-то по-доброму, где-то более грубо, но умеете ситуацию вывернуть, грубо говоря, вывернуть на свою сторону. То есть какие-то бонусы вы все равно себе всегда получаете. Это первое. Второе. Помогает и то, что вы целостная личность, цельная личность, личность, которая точно знает, чего она хочет, как она хочет, с кем она хочет, какой должен быть рядом мужчина, как он должен себя с вами вести. Вы очень энергетически заряженная дама, и в то же время, смотрите, тут может быть иногда перебор из мужской янской энергии. То есть тут небольшой перекос может быть. Первое. Второе. Личность вы творческая, это однозначно. И, в принципе, можете себя подать и преподнести, и заинтересовать, конечно же, противоположный пол.
своей красотой, своей гибкостью, своим умом, своей вот знаете, тут, наверное, больше всего и подходит слово гибкость, когда ты гибкая и тело, то есть внешность у вас гибкая, может быть, вы занимаетесь какими-то практиками, направленными на развитие гибкости, да, может быть, вы, в принципе, и ум у вас гибкий, и разум у вас гибкий, такой масштабный. Ну, то есть вы вообще такая притягательная личность, личность цельная, опять же, я повторяю, и довольно-таки заразительная, сексуальная, красивая, стройная. Это вам и помогает. То есть ваш ум, интеллект и ваши внешние данные, они вам, в принципе, и помогают. Ум, интеллект тут решает большую роль, перевешивает. Почему? Потому что вы умеете в первую очередь себя преподать, показать все свои достоинства и скрыть недостатки. Причем так ненавязчиво, никто даже не заметит и не подумает, и вообще никогда и не догадается. Далее, совет вам, что вам нужно сделать, чтобы все-таки эта встреча состоялась. 7 жезлов, 5 мечей и старший аркан дьявол. Ну, здесь, конечно же, забыть, не быть привязанной, отпустить вот эту привязку, вот те цепи, которые связывают вас с прошлым предательством, с теми отношениями, которые были разрушены и которые, конечно же, однозначно оставили свой отпечаток. Вот не надо бояться и думать о том, что все мужчины, они способны на предательство, на ложь и на обман. Нет, это далеко не так. Да, был неприятный опыт, да, оставил колоссальный отпечаток, судя по 5 кубков, но и в то же время он вам оставил колоссальный опыт, который уже дал вам некую такую зрелость. Вот не нужно отгонять от себя и отказываться от тех мужчин, которые пытаются с вами как-то познакомиться или приблизиться к вам, наладить как-то с вами контакт. Нет, не надо. Вот смотрите, у нас тут и 7 жезлов, и 5 мечей. Обе карты нам намекают на то, что вы воинственно и негативно настроены в принципе на всех тех мужчин, которые находятся в вашем окружении и которые имеют какие-либо поползновения в вашу сторону. Вот не надо, вот не думайте так, что все они одинаковые. Это установка, которая, да, у нас почти у каждой женщины есть в голове, она неправильная. Не надо всех под одну гребенку мести, не надо всех, как говорится, одной лопатой. Нет. И избавиться, конечно, от привязки. Я имею в виду не привязка к прошлым отношениям и к тому мужчине, который вас предал или обманул. Нет. Вот к тем неприятным ощущениям, к тем переживаниям, к тем внутренним страхам, которые эти отношения и тот прошлый мужчина могли оставить внутри вас. Вот не надо, избавьтесь от них, это вам не нужно, это вам мешает и не дает вам двигаться свободно во всех, во многих отношениях в жизни. Вот от этого нужно избавиться, нам карты говорят. Ну и, конечно, понимать, осознавать, продолжать, что вы прекрасны, что вы чудесны, что вы в первую очередь дама, девушка сексуальная, красивая, притягательная, такой магнит. И как вот знаете, такой цветок, он такой прекрасный, такой красивый, его просто глаз не отвести, ароматный. И такой вот, знаете, может на самом деле он опасный. Вот это можно сказать и о вас. Вы прекрасная, вы притягательная, вы красивая, но внутри стержень. Внутри стержень, внутри характер, внутри харизма, красота, которую не каждый, дорогие мои троечки, но и мужчина сможет потянуть, вынести и так далее. Вам нужен мужчина сильный, потому что ваш опыт прошлых отношений и вообще ваш ум, красота, воля и талант не каждый сможет вытянуть. Поэтому, дорогие мои троечки, как говорится, будьте любимы, будьте здоровы. Всего вам самого наилучшего. Верим только в хорошее, и оно обязательно придет.
И тот фундамент, который у вас уже есть, он вам в жизни, конечно же, только в помощь, только во благо. Это была Астарта Сантея. Всех благодарю, что были со мной. Всем желаю всего самого наилучшего, прекрасного, чудесного и волшебного. Прощаюсь. До скорых встреч.